Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Дмитрий Дьяков, и сегодня мы с вами откроем кулинарную азбуку на итальянской страничке и приготовим постное блюдо дуэт ризотто из мяты с сельдереем и клубники на шампанском. Для начала мы с вами приготовим основу для ризотто. Для этого возьмем 2 головки лука-шалот и измельчим ее мелким кубиком. Лук-шалот мы используем, потому что у него более мягкий вкус, чем у простого репчатого лука, и чтобы он не перебил вкус основных наших ингредиентов. Нам не нужен луковый вкус, нам нужен легкий аромат. Итак, мы нарезали лук мелким кубиком. Теперь на разогретую сковородку мы добавляем немножечко оливкового масла. Мы добавляем лук и обжариваем его до прозрачного состояния. Самое главное, чтобы не появлялась золотистая корочка. То есть тогда у него структура не схватывается. Чувствуется только вкус и аромат. Теперь в обжаренный лук мы добавляем рис. И начинаем его также обжаривать вместе с луком на протяжении 2-3 минут. Для ризотто очень важно использовать только круглый рис. Есть несколько сортов риса для ризотто, но в России известны в основном такие сорта, как Виалоне, Арборио или Корнароли. Мы обжарили рис. Теперь мы добавим немножечко шампанского в него. И очень важно интенсивно перемешивать. Основного рецепта ризотто по сути своей не существует. Есть рецепт для приготовления основы для ризотто. Все остальные продукты в ризотто могут быть абсолютно любые, те, которые вы любите. Если вы поститесь, то вы можете туда добавить спаржу, вы можете добавить листья салатов, можете добавить грибы. Если вы любите мясное или рыбное ризотто, также можете добавить те ингредиенты, которые вам нравятся. Итак, шампанское выпарилось, и мы нашу заготовку делим на 2 части. Одну половинку оставляем в нашей сковородке, вторую перекладываем в другую. И начинаем приготавливать наши основные блюда. В первое ризотто мы добавим клубничный сироп. Я сделал клубничный сироп, просто отварив замороженную клубнику. Дома же можно сделать, просто размешав простое клубничное варенье с кипяченой водой. А во второе ризотто я добавляю мятный сироп. Мятный сироп я сделал из мятной вытяжки. Если у вас дома нет мятной вытяжки, вы можете простую мяту сухую или свежую заварить кипятком на 10 минут. Таким образом вы получите мятный сироп. Существует несколько основных правил при приготовлении ризотто. Первое правило – никогда нельзя промывать рис для ризотто. Таким образом, вы просто вымоете весь крахмал из него, и консистенция ризотто не получится правильной. Второе правило – ни в коем случае нельзя ризотто заливать бульоном так, чтобы бульон покрывал рис. Его надо добавлять небольшими порциями и постоянно помешивать. И третье правило, самое основное – ризотто должно быть приготовлено только аль денте. Аль денте – это способ приготовления, переводится как на зубок, немножечко хрустящее. Степень аль денте каждый человек выбирает сам для себя. Вы это можете узнать только постоянно пробуя свое ризотто. И остановитесь ровно на том вкусе, который вам больше всего понравится. Традиционное итальянское аль денте на самом деле поймать очень сложно. Но, как говорят сами итальянцы, рецепт прост. Жарь 18 минут с момента начала обжарки риса. Итак, наше ризотто подходит уже к окончательной стадии приготовления. Я возьму 3 клубнички, отрежу у них плодоножку и нарежу их на 4 части. И добавлю их в наше клубничное ризотто. Также возьмем 2 веточки мяты, мелко нарежем их и добавим в наше мятное ризотто. Основные ингредиенты для ризотто я рекомендую добавлять в конце,
чтобы осталась их ненатуральная консистенция и не успел выветриться аромат. Итак, наше ризотто практически готово. За 2 минуты до окончания я добавляю шампанское. Перемешиваю и даю выветриться алкоголю. Итак, наше ризотто готово. Мы начинаем украшать нашу тарелку. Для начала я выкладываю клубничное ризотто. Затем я выкладываю мятное ризотто. Возьму одну клубничку. Разрежу ее на четвертинки. И украшу наше ризотто свежей клубничкой. Ну и, конечно же, веточка мяты. Наше ризотто готово. Приятного аппетита! Напоминаем, что сегодня мы готовили постное ризотто. В одну часть ризотто мы добавили клубничный сироп и свежую клубнику, а во вторую часть – мятный сироп и свежую мяту. Оба ризотто подавали в одной тарелке, украшенной листиками мяты и свежей ягодой. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами приготовили дуэт из ризотто с мятой и с клубникой на шампанском. Как вы уже сегодня увидели, пост – это не значит себе отказывать в чем-то вкусном и изысканном. Самое главное – экспериментируйте, импровизируйте и фантазируйте. Именно так рождаются шедевры, а возможно и ваши шедевры. А с вами был Дмитрий Дьяков. Пока-пока.